Сегодня поговорим о самом добром персонаже в русской литературе. И это не князь Мышкин или Соня Мармеладова. Салют, меня зовут Имран. Я начинающий писатель, стареющий читатель и, возможно, ваш проводник в мир большой литературы. Поехали. По моему мнению, добро само по себе расплывчатое понятие. Кто-то считает добром покормить облезлого котенка, кто-то перевести через дорогу старушку, а кто-то помочь соседу поднять тяжелые пакеты на этаж. Ну а принять жизнь такой, какая она есть, со всеми тяжестями и невзгодами, которые тебя поджидают. Если это добро, сейчас разберемся. Сегодня поговорим о персонаже, которого я считаю самым добрым в русской литературе. Ее зовут Лукерия. Она героиня рассказа Тургенева «Живые мощи». «Живые мощи» – один из рассказов из цикла рассказов Тургенева «Записки охотника». Лукерия когда-то была красивой, энергичной, веселой девушкой, но в один момент после падения она навсегда приковалась к постели. Казалось бы, у человека есть все причины возненавидеть жизнь, но Тургенев нам показывает совсем другое. Лукерия не жалуется на судьбу, не ропщет на Бога. Она довольна своей постелью, своей лежачей жизнью и не завидует здоровым людям. Более того, она учит самого главного героя принять жизнь такой, какая она есть. Любить птиц, животных, весь мир вокруг. И благодарить Бога, что у него есть ноги и руки. И за все это платить одной монетой, добротой. По моему мнению, это один из самых больших подвигов в литературе. И Лукерия запала в мое сердце как самый добрый персонаж в русской литературе. А кто для вас самый добрый персонаж в литературе? Пишите в комментариях. Сочтемся.